наш рассказ сегодня о нашем сыне, о моем сыне Динаре Хайруллин, который в данный момент находится на СВО. Ну, если поподробнее рассказать, как он туда попал. Вначале после 9 класса он поступил в Казанский энергетический техникум. Закончив его, он поехал в армию, в воздушно-десантный полк 98-й Ивановской воздушной дивизии. Вот. Полгода прослужив, он решил подписать контракт. Позвонил нам, с нами посоветовался. Папа говорит: как думаешь, если я подпишу контракт? Ну, я говорю: твоя судьба, тебе решать. Если решился, так это хорошее дело быть военным. И так он подписал, и через полгода, уже когда прослужил целый год, он приехал в отпуск. В отпуск приехал, отдохнув недели 2, это как раз Новый год с 21 на 22 год получается. И их вызвали в Иваново. В Иваново вызвали срочно. И он уехал. И с Иванова их уже направили в Белоруссию. До СВО, еще СВО уже у нас в феврале началось. А в январе их уже всех собрали и отправили в Белоруссию на учение. Вот учение, когда проходили, как раз в феврале, до середины марта они были в Белоруссии, потом уже с Белоруссии их переехали на Украину. Сначала в Белгородской области, и потом уже туда внутрь зашли они. Ну, все в это время он служит в артполку. С ним общаемся, я уж больно у него не расспрашиваю, где, что, почем. Самое главное, живой, здоровый. И он сам больно не любит рассказывать. В общих чертах только рассказывает. 3 медали. Вот он особенно ценится вот эта медаль за храбрость. Вот он получил в этом году летом медаль. Потом вот эту медаль он, когда в отпуск приезжал, тоже оставил. А вот это недавно медаль он сфотографировал, отдал. За ратную доблесть наградили их. Вот. Так вот он служит. Ну, общаемся мы с ним. Через мобильный телефон, через телеграм-канал. Когда время есть, он сам выходит на связь. Общаемся. Что еще можно сказать? В отпуск он приезжает. Согласно, как бы уж у них график, через каждые полгода. Вот в августе ждем Аллабиша отпуск. Ну и ждем уж, когда там закончится скорее эта специальная военная операция с нашей победой. Чтоб все наши воины возвратились живыми, здоровыми к своим семьям. Так ведь.